На инвестициях действительно можно заработать больше, чем на банковских вкладах, но при этом есть вероятность все потерять. Проценты по депозитам известны заранее, и даже если у банка отзовут лицензию, государство вернет вкладчикам деньги в пределах 1 миллиона 400 тысяч рублей. На бирже такой страховки нет. Можно лишиться всего. Тем более, что падение стоимости ценных бумаг происходит гораздо чаще, чем банкротство банков. Поэтому, прежде чем выходить на биржу, надо подготовить финансовую подушку безопасности. Часть сбережений, не меньше 3 или 6 ваших месячных доходов, стоит оставить на депозите или накопительном счете в банке. И только когда запас на черный день сделан, а свободные деньги еще остались, и вы готовы ими рискнуть, можно подумать об инвестициях. Главное помнить, что прибыль – это не слепая удача, как в казино, а результат хорошо продуманных действий. Не игра, а работа. О том, как и с чего начать инвестировать, мы и поговорим в нашем новом выпуске передачи про деньги. Если вы решили торговать на бирже, у вас есть два пути. Первый – это довериться управляющему. Этот способ подойдет тем, у кого нет времени или желания заниматься инвестированием самостоятельно. Второй вариант – делать все самому. Разработать стратегию вложения денег и взять на себя ответственность за все сделки. О том, с чего начинать тем, кто хочет инвестировать, мы поговорим с гостем нашей передачи Светланой Александровной Платоновой, финансовым советником, консультантом-методистом научно-исследовательского финансового института Минфина Российской Федерации, волонтером финансовой грамотности. Здравствуйте, Светлана Александровна. Здравствуйте, Рита Михайловна. И первый вопрос. С чего же все-таки стоит начинать тем, кто хочет начать вести инвестиции? Ну, я бы хотела начать с того, что если вы хотите начать инвестировать, то необходимо повысить уровень финансовой грамотности, потому что это следующий этап после того, как вы наладили свои финансы, личные финансы, свой семейный бюджет. И тогда, когда у вас остаются уже деньги, которые вы можете инвестировать, то есть попробовать вложить свои средства для того, чтобы извлекать прибыль, тогда уже нужно отнестись к этому серьезнее и изучить этот вопрос. Только потом уже начать вкладывать. А какие именно направления финансовой грамотности стоит изучить? Какие вопросы, в какие нужно углубиться? Это либо формирование личного бюджета, финансовой подушки безопасности? Сначала необходимо все-таки, чтобы у вас была сформирована подушка безопасности, которая составляет от 3 до 6 месяцев ваших семейных либо доходов, либо расходов, вы уже решаете сами. Ну, в такое кризисное время, например, рекомендуется, чтобы подушка безопасности составляла 12 месячных доходов или расходов. То есть сумма, чтобы была побольше. Да? Следующий этап – это вы после того, как научились формировать подушку безопасности, можете уже откладывать деньги для того, чтобы вложить их уже на брокерский счет с целью извлечения прибыли, как я уже сказала. А есть ли какие-нибудь простые инвестиционные продукты, которые подойдут для самых начинающих инвесторов? Ну, это такой интересный вопрос вы задали, да? Почему? Потому что кажется, что это довольно просто. На самом деле инвестиции, они не гарантируют вам в будущем доход. То есть это деньги, которыми вы готовы рисковать. Та сумма, которую вы можете вложить на долгий срок, это от 3 до 5 лет, даже выше, да? И при этом вы должны понимать, что, возможно, эти деньги вы не увидите никогда. И вот если вы готовы с этим смириться уже изначально, то можете начинать инвестировать. Не существует гарантии того, что если раньше была высокая доходность, то в будущем она повторится. Такого нет. То есть на рынке все может произойти? Все может произойти, да. Вы можете посмотреть только историю на графике, да? Как будет себя вести тот или иной актив через 3 года, через 5 лет, через 10, мы не знаем. То есть прогнозировать на такой длительный срок вообще это невозможно? Ну, можно составить определенную свою стратегию, да, сделать диверсификацию широкую, да, чтобы у вас при любом состоянии рынка была определенная доходность примерная, которую вы можете, в принципе, спрогнозировать. Да. Но опять-таки, изначально, если вы приходите на фондовый рынок, нужно понимать, что, возможно, все изменится, да, и, может быть, у вас и по вашему прогнозу будет совершенно не так. Доходность может быть либо ниже, либо выше.
И тут надо поэтому изучать финансовую грамотность. И вот мы уже сказали, что есть возможность начать инвестировать с простых инструментов. Вот. А ИИС вы считаете таким простым инструментом? Вообще, что такое ИИС? Да? Начнем с этого. Индивидуальный инвестиционный счет – это его расшифровка. На самом деле это брокерский счет. То есть вы у брокера открываете такой вид счета. Ну, кстати говоря, не только у брокера. Это может быть и, значит, доверительное управление управляющей компании. Ну, обязательно должна быть лицензия Центробанка. Да? Вы открываете такой вид счета именно для того, чтобы использовать возможности налоговых вычетов. Этот вид счета и был создан для того, чтобы побудить интерес наших граждан именно к инвестициям на фондовом рынке. Поэтому вот что такое ИИС, да, это сама по себе возможность дополнительного, получается, дохода. Да? То есть вы вложили какие-то деньги на свой счет, такой вид счета, это ИИС, да, и вы понимаете, что после того, как вы вложили свои деньги, вы можете, если вы пользуетесь, например, налоговым вычетом на взнос, то есть это тип А, если по-старому, да, у нас теперь изменения есть в части ИИСов, то вы в следующем году подаете налоговую декларацию 3 НДФЛ и получаете часть от своего взноса. Да? То есть 13% от внесенных денег, максимальная сумма 400 тысяч, вот от этой максимальной суммы 13%, вот 52 тысячи вы можете вернуть в следующем году. Можно воспринимать это как дополнительный доход. Как чистую прибыль можно воспринимать. Да? И в это же время у вас ваши деньги на брокерском счете, на ИИСе, работают. То есть они приносят купоны, допустим, дивиденды или рыночный рост. Да? То есть у вас получается двойная выгода, можно сказать. Да? Если, конечно, у вас будет правильный такой подход. А выбирают инвестиционные продукты человек сам, когда открывает индивидуальный инвестиционный счет, либо ему уже идет какая-то готовая подборка, например, инвестиционных продуктов? У частного инвестора, то есть человека, который открывает такой вид счета, есть выбор всегда. Либо, если у него есть определенный опыт, даже если у него нет опыта, но он решил самостоятельно попробовать, скажем так, набить шишки свои, да, человек просто заинтересован в том, чтобы попробовать инвестировать. А в этом случае он может вести свой брокерский счет самостоятельно. То есть он может с помощью этого счета покупать, продавать либо акции, либо облигации, либо биржевые паевые инвестиционные фонды, да, те продукты, которые доступны на фондовой бирже. И второй путь. Кстати, он больше подойдет, наверное, людям, у которых нет времени заниматься, да, самостоятельно инвестированием. Вот таким людям больше подойдет, конечно, доверительное управление, и они могут открыть ИИС у управляющей компании. А в чем преимущество? Да? Это в том, что за вас будет вести ваш индивидуальный инвестиционный счет управляющий. И тут важно, чтобы управляющий был человек, который ведет определенную, значит, политику, да, этого доверительного управления, и чтобы у него была определенная репутация. Да. Можно посмотреть историю вот этого, например, паевого инвестиционного фонда, который он ведет, да, и посмотреть, какая доходность за 5 лет, за 10 лет, да, у этого фонда. И желательно, чтобы этот управляющий, конечно, не менялся так часто, чтобы политика вот этого управляющей компании не менялась, соответственно, чтобы стратегия не менялась. Потому что вы изначально, когда выбираете какую-то стратегию, вы рассчитываете на какую-то хотя бы приблизительную доходность, да, чтобы вы понимали, что как-то вот она работает, исходя из того, что вам изначально объяснили. Чтобы потом не было, что поменялся управляющий, политика поменялась, управление поменялось, да, стратегия поменялась, и там уже совершенно другие какие-то активы, все по-другому, чтобы такого не было. А какие есть плюсы у индивидуального инвестиционного счета, кроме как налоговый вычет? Еще есть какие-то плюсы? Скажем так, он же и был создан для того, чтобы давать такое преимущество, как налоговый вычет. Это его самый главный плюс. Да? То, что вы можете... Там же два вида, получается, вычетов. Первый, это больше подходит для тех, кто внес свои деньги и решил часть денег потом вернуть, да, через возврат своих налогов, которые они уплатили в бюджет. А второй вид вычета – это по ИИСу типа Б. Он больше подходил предпринимателям, да, или тем людям, у которых нет официального НДФЛ. Допустим, они пенсионеры, да, или не работающие, но при этом они разбираются в инструментах фондового рынка, да, и там покупают, продают, и это как бы их доход. У таких частных инвесторов идет освобождение от уплаты НДФЛ в случае, если они продержали активы больше 3 лет, допустим. Да, и если у вас ИИС открыт
то он открывается, если по старым правилам, то не менее чем на 3 года. Но у нас с 2024 года изменения, да, в части индивидуальных инвестиционных счетов. О чем бы я хотела сказать. Теперь мы можем открыть только ИИС типа, ну, его называют третий тип, да, потому что раньше были ИИС А, то есть первого типа, да, и ИИС Б. ИИС А, как я уже сказала, это на взнос вычет, да, то есть вы часть денег своих потом возвращаете. ИИС Б, я только что рассказала, это больше для предпринимателей, то есть освобождается тот доход, который вы получили от НДФЛ, ну, за 3 года, да. И вот с 2024 года можно открывать только ИИС третьего типа. Чем он отличается? Он отличается, во-первых, тем, что если раньше мы ИИС открывали не менее чем на 3 года, максимального срока не было, да, но минимально обязательно было 3 года. Надо было, если вы открываете ИИС, то вы понимаете, что вы открыли его на 3 года. И даже больше. И если у вас есть возможность и регулярно пополнять его, регулярно получать вычет, вы можете это делать и не 3 года, можете это делать и 5, и 7 лет и так далее. А в данном случае у нас какие изменения? Во-первых, получается, что на взнос у нас льгота сохранилась, то есть мы можем так же, как и делали обычно на ИИСе типа А, вносить деньги и получать часть в виде возврата НДФЛ. Тоже такая же максимальная сумма 400 тысяч, то есть до 52 тысяч рублей можно вернуть, да. И плюс еще льгота от ИИС типа Б теперь тоже находится внутри ИИСа третьего типа. То есть попытались объединить 2 вида вычета. На самом деле это, конечно, выгодно, да, но нужно подходить к этому индивидуально. Следующее отличие – это то, что теперь мы ИИС открываем не на 3 года, а минимум на 5 лет, если вы успеете открыть в 2024-2025 году. И потом следующие года, 26 по 31 год, постепенно срок владения этим ИИСом будет увеличиваться на год. То есть до 31 года, если вы откроете, значит, в 31 году ИИС третьего типа, то вам надо будет уже держать его открытым не менее чем 10 лет. Да? То есть вы в 1931 году откроете, а закроете только в 1941 году. И тут возникает такой вопрос. А если вдруг понадобится, ну, вот, какая-то необходимость, да, и надо будет закрыть этот ИИС, чтобы освободить свои денежные средства. Вот раньше как было? У нас был ИИС, значит, допустим, типа А, это больше этого касалось вопроса, да, потому что по нему возврат идет именно денежных средств, да, на банковский счет частного инвестора, то вдруг он решил по необходимости закрыть ИИС раньше срока, раньше 3 лет, то ему надо было возвращать все, что он получил от налоговой инспекции, то есть обратно государству, да, и плюс могли насчитать пени. А в данном случае тоже, если вы закроете ИИС раньше, чем через 5 лет, да, то есть не додержали вы 5 лет, через 3 года или через 4 года вам необходимо его закрыть, то вы тоже возвращаете те деньги, которые получили от государства, возврат ваших налогов, НДФЛ, да, но есть такая оговорка. Если вам необходимы деньги именно на дорогостоящее лечение, то вы можете снять деньги со своего ИИС, и при этом вы не теряете свои льготы. Есть постановление, которое было принято и опубликовано, и вот там можно посмотреть перечень тех, значит, заболеваний, которые подпадают в вот это дорогостоящее лечение. Только вот в этом случае. Ну и обговаривать, что, возможно, еще какие-то могут быть другие основания, но пока еще мы официально об этом сказать не можем, потому что пока вот информации нет, мы ждем. И ну, столько плюсов у этого продукта на самом деле, да, а есть ли минусы? И значительные такие минусы? Ну, значительный минус, он как бы выходит из того же плюса, который и есть, да. То есть мы же открываем ИИС долгосрочно, да. То есть мы изначально знаем, что эти деньги нам не понадобятся в ближайшие 3 года, и мы попытаемся из них извлечь тогда другую выгоду, да, на фондовом рынке за счет, значит, роста наших активов, и плюс еще получим налоговый вычет, да. Но для этого нужно продержать этот брокерский счет ИИС не менее 3 лет. Это было раньше, да? А сейчас это еще и 5 лет. Да? То есть если вам надо будет забрать свои деньги раньше, то тут уже какие-то будут у вас неудобства в связи с тем, что вы получили свой вычет, и надо его обратно возвращать. Вот это и есть основной и главный минус. Ну тогда с какого возраста может человек открыть индивидуальный инвестиционный счет? Вообще ИИС открывается у нас для граждан России, у которых возраст старше 18 лет, и они являются налоговыми резидентами. То есть у них гражданство Российской Федерации? Да. И где лучше открывать ИИС?
Вообще есть какие-то правила, может, возможно, какие-то рекомендации особые? Или человек может открыть ИИС где угодно? Вообще ИИС открывают, скажем так, ну, разделим на 3 части, да? Значит, первое место, где можно открыть, это банковская организация, у которой есть еще и брокерское обслуживание. Это любой крупный банк, который вы знаете. У них, как правило, есть брокерское обслуживание. Да? Ну, называть, наверное, мы не будем, да. потому что многие знают, это на слуху какие. Ну, тем более по телевидению, в рекламе мы это видим. Это первый вариант. Второй вариант. Можно пойти в организацию, которая занимается непосредственно инвестициями. То есть это инвестиционная компания. Да? Это непосредственно брокер, для которого эта деятельность является основной. То есть у него нет банка, но он конкретно занимается инвестиционной деятельностью. Да? И третий вариант – это для тех, кто не хочет сам разбираться, да, но он доверяет свои деньги в управляющую компанию, да, в доверительное управление. Что должно быть у этих организаций? Что у банка, что у брокера, что у управляющей компании? Обязательно должна быть лицензия Центробанка. И нужно проверить наличие этой лицензии на сайте Центробанка cbr.ru. Еще такой вопрос. Что лучше все-таки, вот с вашей точки зрения, как специалиста, и с самостоятельным управлением или все-таки с доверительным? И какую разницу ощутит человек при обращении, при самостоятельном открытии, подборе, вернее, инвестиционных продуктов в ИИС или довериться брокеру? Что получит именно потребитель? Ну, тут все зависит от финансового плана самого частного инвестора. Да? Это во-первых. Во-вторых, если человек хочет, как я уже говорила ранее, попробовать самостоятельно это сделать, это ему не мешает, да, просто открыть ИИС и попробовать самому покупать там, в разных долях, читая определенную литературу или какую-то информацию, получая там в официальных телеграм-каналах или на официальных сайтах брокеров, да, там же тоже предлагаются разные стратегии. Частный инвестор, в принципе, может их попробовать и может это попробовать на своем вот этом счете ИИС. Ну, тут не гарантирована доходность, да? Но она вообще в инвестициях не гарантирована. Но тут еще прибавляется и неопытность частного инвестора, да? То есть он может, естественно, получить меньше, чем планировал, а то и вовсе потерять свои деньги. Тогда, если он не охотится за очень высокой доходностью, да, его устраивает, значит, репутация определенной управляющей компании, ему нравится график определенного паевого инвестиционного фонда, то в этом случае он может через управляющую компанию приобрести долю в этом паевом инвестиционном фонде, и управляющий будет управлять его ИИСом. И там будет определенная доходность, там, которая была, допустим, исторически, и, возможно, такая же доходность будет повторяться и в будущем. И это его устраивает. В таком случае, да. Ну и, значит, доверительное управление управляющей компании больше подходит, конечно, госслужащим, потому что у них, возможно, нет времени, чтобы вникать в это, да, поэтому ему проще сделать через управляющего. Тогда, получается, госслужащие могут иметь индивидуальный инвестиционный счет? Да, госслужащие могут иметь индивидуальный инвестиционный счет, но там есть определенные оговорки. Во-первых, госслужащий не может иметь конфликта интересов, да? То есть надо следить за тем, чтобы, если он, допустим, в управляющей компании открыл этот счет и приобрел какой-то продукт, вот в этом паевом инвестиционном фонде, чтобы не было компаний, которые могут, значит, быть в конфликте интересов с ним. Это во-первых. Во-вторых, государственный служащий не может вкладывать свои деньги в иностранные ценные бумаги. И, кстати, к ним же относятся и депозитарные расписки российских компаний, которые просто были выпущены за рубежом. То есть нужно смотреть, чтобы обязательно там регистрационный номер был именно российский. Есть такое понятие, как диверсификация рисков. Вот. Давайте простыми словами объясним нашим телезрителям, что же это такое и почему на это нужно уделять, именно этому нужно уделять такое пристальное внимание. Обычно профессиональные финансовые аналитики говорят, что диверсификация – это не класть все яйца в одну корзину. Это такая вот фраза, которая мы все ее слышим. Вот, в принципе, это так и есть. Да?
Для того, чтобы не потерять свои деньги, возможно, еще немножко заработать, да, то есть я сама воспринимаю инвестиции не как место, где можно получить очень высокую доходность, прямо иксы, да. Я воспринимаю это как место, в котором можно сберечь, накопить и сверху, возможно, бонусом немного получить дополнительно доходность, да, то есть прибыль. Значит, и если у вас есть свободные денежные средства, то вы можете разложить их по разным видам активов. Что это может быть? Это может быть и недвижимость, это может быть и банковский счет, да, допустим, депозит или накопительный счет с начислением процента на остаток. Сейчас предлагаются очень высокие процентные ставки, которыми можно воспользоваться, да, и часть капитала можно держать там. А какую-то часть капитала можно держать и на фондовом рынке. Если у вас будет, допустим, будут все вот эти 3 вида активов, да, есть еще и определенные другие, да, которые там более такие альтернативные, экзотические, разнообразные, да, то вот у вас и будет широкий портфель, который будет работать даже в кризисное время, он будет, в принципе, работать неплохо. Почему? Потому что за счет того, что где-то у вас потерялась доходность, а в другом виде активов, наоборот, она появилась, да, и у вас там появилась прибыль. За счет этого у вас будет меньше просадки, то есть вы будете легче проходить вот эти кризисы, которые иногда происходят на фондовом рынке, да, и у вас будут защищены ваши денежные средства, ваш капитал. И, ну, давайте тогда в заключение все-таки определим, уже сделаем такое некое заключение, да, является ли ИИС абсолютно безопасным и выгодным продуктом? Так. Я уже говорила, что инвестиции всегда сопряжены с риском. Да? Из этой фразы мы видим, что ИИС, нельзя сказать, что он прямо очень-очень надежный продукт. Это хороший продукт, инвестиционный продукт, который дает вам возможность получить налоговый вычет. Да? Сказать, что он совсем безопасный, ну, нельзя, потому что это все-таки связано с рисками. Да? В инвестициях всегда все сопряжено с рисками. Вы можете вложенные деньги там, получить меньше, чем вы вложили, или чуть больше, или на том же уровне через несколько лет. Да? Но я хочу сказать, что ИИС – это все равно полезный продукт. Почему? Потому что если вы начнете с такого продукта, как ИИС, то вы научитесь все равно пользоваться налоговым вычетом. По крайней мере, вот это уже большой плюс. Все-таки вы поднимете свою финансовую грамотность. Потому что для того, чтобы что-то покупать, да, на фондовом рынке, нужно, чтобы у вас были определенные знания. Да? И, значит, третье, что я хотела сказать. Мы слышали, что в конце года предлагалось примерно так же, как и банковские вклады на 1 400 000 рублей, защищать также и средства частных инвесторов на таких видах брокерских счетов, на ИИСах, да, для того, чтобы защитить частного инвестора. Но это пока еще документов нет, но мы ждем, да, эти изменения. Это было бы хорошо. Но опять-таки защита будет именно средств частного инвестора от отзыва лицензии у брокерской компании. Да? Поэтому вот это вот большой плюс, который будет у ИИСа. То есть все-таки можно тут, ну, не с уверенностью пока, да, но заявить, что в дальнейшем этот продукт может быть безопасным абсолютно для потребителя. Он может быть безопасным в части того, что вы не потеряете свои деньги, если будет отзыв лицензии у брокера. Остальные риски все равно будут за вами, как за частным инвестором. То есть каждый человек, который вкладывает свои деньги в продукты на фондовом рынке, он самостоятельно несет риски за свои деньги. Все равно это так. Но согласитесь, что это большая работа – изучать инвестиционную грамотность и повышать финансовую грамотность. Этому нужно уделять время. Конечно, это, можно сказать, что отдельный вид деятельности, потому что это отдельные крупные такие разделы, да, которые нужно изучать и плюс еще и применять на практике. Потому что если вы будете просто это изучать и читать, но не будете применять на практике, то эффекта никакого не будет. Спасибо вам большое, Светлана Александровна, за то, что пришли к нам в передачу, рассказали на такую интересную тему. И до новых встреч. Большое спасибо за приглашение. В наших новых выпусках. До свидания. До свидания. Частые ошибки. Как не надо делать? Нельзя вкладывать в ценные бумаги все, что у вас есть. Как мы уже говорили сегодня, обязательно создайте финансовую подушку безопасности. Отложите 3 или 6 зарплат на депозите в банке. И только потом приступайте к биржевой торговле.
Инвестируйте сумму, с потерей которой вы готовы смириться. Не действуйте на авось, пройдите обучение. Если вы решили торговать на бирже самостоятельно, обязательно пройдите обучение. Большинство брокеров проводят курсы для начинающих инвесторов. В торговых программах нередко есть деморежим. В нем можно попробовать свои силы без риска потерять деньги. Не поддавайтесь эмоциям. Действуя импульсивно, можно совершить очень много ошибок. Начинающему инвестору не стоит резко реагировать на малейшее движение цен на бирже, но надо действовать решительно, если цена меняется существенно. Установите границу потерь, которую вы готовы нести. Допустим, если активы подешевели на 20%, нужно продавать и, как говорят на бирже, фиксировать убытки. Желание подождать, вдруг цена отскочит, будет велико, но не нужно ему поддаваться, иначе можно потерять еще больше. И не складывайте все яйца в одну корзину. Лучше покупать ценные бумаги компаний из разных отраслей, чтобы диверсифицировать риски. Например, если вы вложитесь в бумаги только нефтяных компаний, то риски потерь будут очень высоки, так как, скажем, при падении цен на нефть обычно дешевеют акции всех компаний нефтегазового сектора. Если же вы приобретете ценные бумаги компаний различных секторов экономики, скажем, химической промышленности, машиностроения, телекоммуникаций, это поможет вам снизить риск потери вложенных денег. Не верьте обещаниям зарабатывать 500% в день. Гарантировать что-либо на фондовом рынке могут лишь шарлатаны, а ответственный посредник должен предупредить вас о рисках. Ситуация на бирже изменчива, и ответственность за принятые решения несете только вы. Изучение финансовых инструментов – это тоже работа. Необходимо изучать инвестпродукты, суть работы брокеров и регулятора, и уметь выбирать безопасные ресурсы. Повышайте уровень финансовой грамотности вместе с нами. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. До новых встреч в эфире.